Делегацию во главе Владимира Солодова первыми встретили жители села Кыи. Премьер-министр в своем приветствии заметил, что Татинский улус является в республике одним из лучших в отрасли сельского хозяйства. И вдобавок сказал, что такие молодые и усердные, как Тимофей Барбасытов, являются примером для подражания. Уверен, что в дальнейшем на этом мы не остановимся, будем дальше развиваться. И все это послужит процветанию вашего села и процветанию благословенного Татинского улуса. Татта Сиригей, Татта Джонугер, Уруй Айхау. Глава крестьянского хозяйства Арылах Тимофей Афанасьевич свою фермерскую деятельность начал с коневодства в 2012 году. Выиграл грант на сумму 1,5 миллиона рублей, на эти деньги построил конебазу. 4 года назад для расширения своего хозяйства приобрел молотняк. За эти годы поголовье хозяйства увеличилось. Выиграл грант семейная ферма на сумму 4,5 миллиона. И построил коровник на 50 голов. Коровник построил ООО «Талбан», местный предприниматель, Семенов Андрей. В дальнейшем думаю развить дойных коров на 50 и молодняка тоже на 50. Владимир Викторович в дань уважения памяти великого сына народа возложил цветы памятнику Платону Аюнскому. Поздравил жителей с выбором народа имени Платона Алексеевича для присвоения аэропорту республики. Но для меня всегда была загадка, почему именно в Татинском улусе вот вся эта плеяда великих деятелей появились, родились, развились и реализовались в первой половине 20 века, в начале 20 века. И сегодня, посещая разные точки Татинского улуса, я для себя ответы находил на эти вопросы. Это и политические ссыльные, которые активные свои позиции и просветительской работы продвигали, и та система образования, традиции, которые очень глубоки, и условия и сохранение народных традиций. Затем делегация разделила радость сельчан, навестив открытие нового корпуса Центра развития ребенка Сулщан. Строительство детского сада на 50 мест начато еще в 2015 году по программе республиканского движения «Добрые дела. Моя Якутия в 21 веке». 50% средства республиканского бюджета и 50% средства муниципального бюджета. Ага. На сегодня вот с государственного бюджета проплачено уже 15 миллионов 600 тысяч рублей. В новый садик ведут 2 подготовительные группы. На втором этаже находятся музыкальные спортивные залы, балаган для фольклорных занятий, кабинеты специалистов. Все очень ждали это радостное событие. Пусть процветает на долгие годы наш прекрасный детский сад Сулщан. Также в этом году планируется ввод 18-квартирного жилого дома в селе Тыкюль, который строится в рамках обеспечения жильем детей-сирот, и завершение строительства также 6-квартирного жилого дома. Так что строительство идет в Татинском улусе, можно сказать, и декабрь текущего года стал урожайным. Также делегация посетила здание Татинского лицея и поликлинику улусной больницы. Рабочий визит Владимира Солодова в Тате завершился совещанием с активом улуса. Жанна Бурмистрова, Прасковья Татаринова, Татинский улус.